Именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Всевышний Аллах говорит: «О сын Адама, я удивляюсь тому человеку, который убежден в том, что он смертен, но радуется. Удивляюсь тому, кто убежден, что будет отчет, но собирает богатство. Удивляюсь человеку, который убежден в том, что его ожидает могила, но смеется. Я удивляюсь тому человеку, который убежден в наступлении судного дня, однако он беззаботен. Удивляюсь тому человеку, который убежден в скоротечности мирской жизни, но спокоен. Я удивляюсь тому человеку, у которого знания на языке, а не в сердце. Удивляюсь тому человеку, который сверху очищается водой, в то время как он нечист душой и сердцем. Я удивляюсь тому человеку, который озабочен недостатками других людей и невнимателен к недостаткам своей души, или тому человеку, который знает, что поистине Всевышний Аллах смотрит на него, но не повинуется ему. Или удивляюсь тому человеку, который знает, что он умрет один, войдет в могилу один, будет давать отчет один, однако он ищет радости в людях. Поистине нет божества, кроме меня, и Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, мой раб и посланник. Всевышний Аллах говорит: «Я создал вас самих, и во всем сотворенном доказательство моей единственности. Нет мне соучастника во всем сотворенном. Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, мой раб и посланник. Кто недоволен моим предопределением, не приемлет мои испытания, не выражает благодарность за мою милость и недовольствуется моим подаянием, то пусть он поклоняется другому Богу, если он равен мне во всем этом. Кто стал печалиться из-за мирских неурядиц, тот как бы злится на меня. Кто жалуется на беду, тот как бы жалуется на меня. Кто зашел к состоятельному человеку и унизился перед ним из-за его богатства, тот потерял 2/3 своей веры. Кто не может смириться с мыслью о смерти, бьет себя по лицу из-за смерти близкого человека, это равносильно тому, что он берет копье, чтобы сражаться со мной. Кто сломает ветвь на могиле, тот как бы собственноручно разрушил вход моей Каабы. Каждое растение на могиле совершает тасбих, поминание Аллаха, и поэтому ломать его — грех. Кто не обращает внимания на то, каким путем он добывает средства на пропитание, запретным или дозволенным, тот не обращает внимания, через какие врата Аллах ведет его в ад. Кто не увеличивает благие деяния согласно своей религии, тот останется в убытке, а кто допускает такое, тому смерть во благо. Кто следует своим знаниям, тому Всевышний Аллах дает и те знания, которыми он не обладал. Кто тешит себя надеждой, деяния того не будут искренними. Всевышний Аллах говорит: «О сын Адама, довольствуйся малым, и не будешь нуждаться. Избавься от зависти, и будешь спокоен. Отдаляйся от запретного, и твоя вера станет искренней. Кто откажется от поклепа, тому откроется моя любовь. Кто будет сторониться людей, тот спасется от их бед. Кто разговаривает мало, у того совершенный ум,
Кто довольствуется малым, тот полагается на Всевышнего Аллаха. О сын Адама, ты не следуешь своим знаниям, но как же ты ищешь знания, которых ты не знаешь? О сын Адама, ты трудишься на этом свете, как будто не умрешь завтра, и собираешь богатство, как будто будешь жить вечно. О мирское, ты избегай человека, жаждущего тебя, стремись к тому, кто избегает тебя, и будь приятен созерцающему тебя.